Кто-то уже пострижен и успел переодеться в форму, а кто-то еще в гражданском. Очевидно, еще недавно приехал сборный пункт. Но уже скоро они все отправятся по своим воинским частям. Антон Нестеров из Усть-Кулома, победитель районного конкурса «Лучший призывник», будущий морфлотец. Его ждет курс молодого бойца в Североморске. Вместе с ним туда поедет целая группа ребят. Они будут проживать в казарменном положении, трехразовое питание. Они полностью обеспечены вещевым, котловым удовольствием. Также, как со стороны медика, полностью медицинскими услугами. В общем, дальнейшая служба у них будет хорошая. Среди призывников те, кто еще вчера сидел за школьной партой. Но есть и те, кому уже за 20. После окончания вуза они осознанно выбрали службу в армии и теперь направляются в Ленинградскую область, в Нацгвардию. Закончил университет, вот отсрочка закончилась, теперь пора долг родине отдавать. У меня все друзья пошли служить, все знакомые почти. У меня такое положительное настроение, настрой. Вроде родители отреагировали спокойно. Мама немножко, конечно, поплакала, но потом успокоилась быстро. Иду в армию, потому что захотел служить в органах. Для этого нужно высшее образование и срочная служба. Отношусь к службе положительно, пошел по своей инициативе. Здесь на сборном пункте призывникам скучать не приходится. Свободного времени почти нет. Медицинский осмотр, психологический отбор, встречи с ветеранами, концерты, просмотры фильмов и так далее. Здесь же можно бесплатно отправить родным посылки с вещами. Глава Коми лично оценивает условия пребывания завтрашних военнослужащих и общается с ребятами. Не забывайте звонить домой. Сейчас такая возможность есть. Когда мы служили, такой возможности не было. Где мы были там, откуда особо не позвонишь. Звоните мамам, девчонкам, конечно, чтобы они знали, что у вас все хорошо. И самое главное, не забывайте, что вы северяне, а северяне всегда служат достойно. Сейчас я общался с ребятами, которые сидят на собеседовании с начальниками команд. Я задал один вопрос. Достойный? Он говорит, лучше. Это дорого стоит. Непростая служба. Я уверен, что она пройдет достойно. И, конечно же, вы вернетесь с гордо поднятой головой. Со сборного пункта на место службы уже отправлено около 1300 призывников. Они несут службу на Северном флоте, в Нацгвардии, спецназе и войсках воздушно-космических сил. Передаю привет маме, папе, брату, бабушке, дедушке, всем ухтинским друзьям, всем сослуживцам, которые не будут со мной, но будут служить тоже. И, конечно, сыктывкарской моей дружной семье. Елена Кононова, Николай Богданов, телеканал Юрган, Нижпогосский район.